Сейчас я отпущу этих бездельников. Вон, машину завел. Давай, Фэт. Вон какой. Вперед. Давай, пошел. Сейчас сходим на горку, ребята, погуляем. Вон у нас как все зелено становится. Весна пришла и к нам. После приезда с больницы немножко прибрались. За 2 дня тут убрали дровишки. Ну вот еще остаток, половина осталась. Это тоже уберем. Опилки, вон сколько опилок. Не знаем, куда деть в этом году. Свалку закрыли. А что приезжает машина, возит мусор. Такое опилки не вывозят. Вообще беда. В деревне живем и мусор не знаем, куда деть. Соседи тоже гараж ремонтируют. Этот жирный и еле-еле может бежать там. Ожирели уже от безделья. Ну тут половина поленницы только. Сложил. Половина поленницы только получилась. Дровишки. Звук такой издает. Лак, Тулан. Тулан линяет. Вообще ужасно. Сейчас поснимаю, ребята, я речку. Давно уже не снимал, в каком состоянии сейчас река. Все это я сейчас покажу. Любимая пора для прогулки. Тепло. Комаров еще нету. Ну вот. На горке. Сегодня собак отпустил, но это у них получается последние прогулки. Такие без поводка. Потому что уже начинают люди сажать. Там морковь, еще что. И по огороду не хотелось, чтобы собаки мои бегали. Больше отпускать не буду. Здесь пожарный участок. Вон сено не скошено и сухая трава очень много. Запросто может, если не аккуратно там пользоваться спичкой или окурками выкинуть. Все. Ну вот, ребята, смотрите. В каком состоянии сейчас наше село, окраина села, река. Смотрите, ни берегов, ничего нету. Непонятно, где берег находится сейчас. Тайга, все в лесу. Ой, в воде. Дома залиты. Большинство домов. Муна гуляет, Муна. Вот пришли мои. Дома все залиты, вон там. Смотрите. И там живут люди. Вон, в этих домах. Неприятно, когда все залито водой. Картошка там в ямах. Куда-то ушли мои собаки. Блин. Лок, айда. Айда, Лок. Вот, блин, опять туда пошла она. Лок. Тут то же самое. Все залито. Вот островок, где я много снимаю.
Вон тулан. Айда, блин, заколебала там. Возле хлева там что-то нашла. Или корова, ой, или свинья там у них. Или еще какая-то живность. И стоит, лает. В следующий раз не пущу ее. Потому так, и солнце вышло. Снимать неудобно. Вот, смотрите. Уйди, дура, блин. Достала она. Не буду даже гладить тебя. А нашла, блин, трофей. Иди в лесу, лай. Так, наша будка, ребята. Вот я такой. Сейчас я так я ее ругаю. Лок, деловая такая пришла, прискакала, блин. Сколько звал. Лок, 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 он вон. Айда. Лок, ты че? Лок, лок, где? Не уважаю такая. Когда зовешь и не подходят, это меня бесит прямо. Лок, он вон. Так, наша старенькая будка. Многие говорили, что в этом году очень-очень много воды, но такого уровня еще нет, ребята. Воды бывало еще больше. Вот я сейчас показываю дверь, и где-то сантиметров 30 еще уровень выше было. Это в 2000 году, наверное. А что сейчас вода, это тоже, не скажу, что мелко сейчас, но бывало и больше. Все залито. Там тоже дома. Где-то у меня там лодка должна быть. Знакомые как бы ходят моей лодкой. 2 раза ходили уже, брали. А я сам еще к речке не ходил после охоты. Вот такие делишки. Вот все залито, все. Но это нормально. Это весна. Сейчас хорошо не растится рыба. Сетями невозможно ловить рыбу. Тоже шанс рыбы дают. У рыбы есть шанс подняться в верховье, не раститься там. И будем надеяться, что будет летом больше рыбы, больше будем рыбачить. И так всю зиму, скажем, Хариус всю зиму круглогодично ловят. И сейчас во время нероста, если будут ловить, это вообще гибель. Ну вот сейчас нормально не растится рыба. Будет какой-то толк, может, осенью. Не знаю, что будет. Это я сам себе так мечтаю, чтобы меньше весной ловили. После нероста, пожалуйста, кто как может, пусть ловят, но именно во время нероста не хотелось, чтобы ловили рыб, также боровые дичь. Опять ушла. Надо позвать их и надо обратно возвратиться. Лок, 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 лок. Вон они летят. Это хулиганство называется, ребята. Это хулиганство. Они деловые, там, айда, блин, айда, пла. Ну все, я вас накажу. Пошли, мам. Попадешь под человека и с воздушки выстрелят, будешь инвалидом бегать потом. Вот так. Ну, в общем, ребята, показал я, в каком состоянии сейчас наша река. Вода еще позавчера еще прибывала. Вчера говорят, что немножко уже убывает, но я еще не ходил к речке, я поспрашиваю, там надо узнать, что и как. Вот лодкой почти заезжает к дому.
веранде, можно сказать. Такие делишки. Все, пойдем обратно. Это хулиганка. Все, больше вас на свободу я не отпущу. Лок, 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 нам. Лок, пошли. Главное, Тулан, чтобы не ушел. А это придет рано или поздно. Опять ушла. Опять туда ушла. Все, пойдем, короче, мы домой. Айда, Снегоня. Айда. Вот такие кириешки для собак я прикупил. Хрустят только в путь. Тулан молодец, сегодня вел себя хорошо. Погуляли, сразу подошел ко мне. Айда, блин, капризничает. Хитрая Айда сегодня у меня. Хитрая, непослушная. Тулан, смотрите, как линяет. Мощно линяет. Как тополиный пух, все летит у него. И вот так они будут сейчас гулять. Больше я их отпускать не буду. Без поводка. Сейчас уже все, сезон прошел. Все уже на цепи собаки. И целыми днями они так у меня. До обеда одна собака гуляет. После обеда другая собака. Вот такая прогулка. И кроме этого, может быть, еще будут походы. Сейчас я еще... Сейчас время, ребята, 6 часов 8 минут утра, 12 мая. 12 мая. Только что как будто было 9 мая. Я еще тут мангал не убрал. Жарил шашлыки. Все это дело я показал на видео тоже. До этого выходило видео. Ну, кафо, поспать. Сено. Вот смотрите, сколько я истратил за всю зиму собакам. И сколько осталось. В этом году, думаю, сенокос я сено возить, привозить не буду домой. С сенокоса. Огород. Спрашивали, вот, сажаете уже на огороде что-то. Ну, знаете, это тепло сейчас обманчивое. Вон котяра. Увидел. Поздно. На огороде вот сейчас вот середина мая и тепло летнее. Летом даже бывает такое тепло не бывает. Но я имею в виду, летом даже тепло такого не бывает. Потому что сейчас жарко, 20-25 градусов тепла. И в начале июня, может быть, даже будут заморозки запросто. Но посмотрим вообще, как что будет. Ну, сейчас пока на огород только сажают морковь. У нас вот чеснок, грядка, и больше ничего нету. Все еще
впереди посадка. Сейчас еще я буду убирать. Вот эта ботва, сухая ботва с прошлого года осталась. Все это я буду сжечь. Ну, сейчас, наверное, вкратце тоже поснимаю, как я буду это делать. Вон все высохло. Самое то. Сейчас я костер сделаю и буду этим заниматься. Вот, 2 ряда таких ботвы. Очень много было в прошлом году. Ну, где вот солнце больше попадает, уже зелено, тут все тоже. Так, ну рябина, вот, смотрите, рябина, в принципе, начала тоже, почка уже, ну, листья уже начали, как бы, выходить. Знаете, вот сейчас на лоси балдеют от этого, они, вот эти листья сейчас самые мягкие, вкусные, они, наверное, кушают, ну, кормятся этим. Вот такие делишки. В общем, все нормально, ребята. Жизнь продолжается. Встречаем уже лето. Скоро будет лето, скворцы. Каждый год у меня скворцы тут сидят. Просили даже поснимать, как там поют скворцы. Вон он, счастливый. Сейчас уже скоро, наверное, сядут на гнездо. Вон на крыше у него сколько мусора. Ну, они уже себе гнездо там делают, таскают мусор туда-сюда. Они сейчас заняты этим. В общем, гнездо делают, сидят. Скоро сядут на гнездо. Вот такие дела. Тишина в Нюшере. С утренней охоты, наверное, мужики вернулись, спят, отдыхают. Да и время еще 6 часов. Кто на охоте, кто спит. Лодку так еще не использовал. Сколько уже? 2 года, наверное. Ну-ка, догде? Догде? Фу, оспач! Оспач! Камеру выйдет, с ума сходит. Вот он. Бездельник, беспризорник. Жирный, бежит, как я не знаю, там. Когда бежит, такой звук издает. Да. Но ничего, вообще не вещи, жир растает у них. Сколько травы. Я им эту траву тоже даю собакам. Они любят эту траву кушать, особенно тулан. Сколько перьев у тебя выпало уже. На. Давай, щай. На. На. Любимая еда. Вот смотрите. Травоядный. Да он всеядный, вообще все жует подряд. Хоть что дай ему. Вот. Везде все перерыто у него. Полностью еще не убрали там мусор, это все уберем. И здесь новую поленницу, родственники тоже сделали. Новая поленница. Дров запас надо всегда иметь. И у меня тоже кошка. Кошку не пропустил. Там кошка. Ну все, успокойтесь. Он шумит. Люди спят еще. Ну колоколы. Ну-ка. Давай, передай привет своим подписчикам. Сейчас донат получили для вас, на вкусняшки. На мясо. Деньги на, я думаю, буду брать им эти сухарики там туда-сюда. Вот эти сушки. Они любят, хрустят. Вкусно кушают. Да.
А Айду сегодня любить не буду, потому что она сегодня непослушная у меня. Она наказана. Доски будем использовать, ремонт здесь будет. Много работы. Не знаю, как все будет. Посмотрим. Сейчас, ладно, сейчас я буду заниматься костром. Буду костер там делать. Эту ботву надо сжечь. Ну вот, ребята, вот такое утро сегодня у меня. 12 мая. Убрал на огороде старую ботву. Ну, чуть-чуть осталось, но это вместо навоза пускай будет. Навоз еще надо прикупить. Все это дело без навоза никак на огороде. Хорошо горит. Сегодня вечером, наверное, или завтра утром дождь будет. Поэтому и это дело сегодня сделал. Там кустик смородины
тоже сжигаю, потому что, блин, ну, этот кустик заболел. И негодный кустик. Скворцы орут. Гуси пролетели. На камеру, наверное, слышно было, а сам их не снимал. Очень низко летели. Ну да ладно, пускай горит все это дело. Ну чё ты орешь? Чё орешь? Ну смотри как. Свистанет так свистанет. Фу. Немножко спотел, ребята, пока занимался костром туда-сюда. Видели, какая мелодия? Не надо на видео добавлять какую-то музыку. Сейчас природа сама музыку издает, вон. Звук природы. А там на заречье, там кулики орут. До сюда очень хорошо слышно. Хорошо весной. Ну, это, я вам скажу, не любимая пора моя. У меня любимая пора это когда осень, начало октября, листопад, лес когда желтый, и уже листья выпали, первый снежок. Вот это мое. А весна это мгновение. Знаете, вот всю зиму ждешь весну, и эта весна буквально там, я не знаю, 10 дней, и все, весны нету. Ждешь охоты, тоже мало кто ходит там, ну редко, мало людей, которые много охотятся на уток или еще. А осенью уже, осень, конечно, такая пора, что охоты больше на промысел там, или просто так с ружьишком походить там. Вот так. Ну все, наверное, буду заканчивать. Показал немножко свое утро, чем я занимаюсь утром. Сегодня прогулка была, уборка территории. Каждый день что-то, да, какую-нибудь работу. Каждый день какая-то работа все равно в селе есть. У городских как, я думаю, у них одна проблема это варить, что-нибудь сварить за день там. И больше нету. Мусор вынести. Но может еще кто комнату подметет. А на селе, когда ты живешь, вот смотрите, дровышки еще не убраны у меня. Там гниет, здесь гниет, там надо убрать, здесь убрать. И все лето так. Что-то дальше все равно делаешь ты. Если сделать, скажем, вот постройки на хороший фундамент и из кирпича или еще, не будет гнить так. А нижние венцы всегда где-нибудь, да. Каждый год кто-то ремонтирует свой дом. Нижние венцы меняет. И у меня пришло время здесь, вот в этом помещении, тоже надо поменять. Даже и бревна не прикупил еще. Думал цемент там ленточно залить. Вот думаю, или цемент брать, или же бревна прикупить. Из бревен венцы, там два ряда венцов поменять. Не знаю сейчас. В июне об этом буду думать. Вот так, ребята. Все, короче. Всем пока. Ставьте, что заслужил. Лайки, дизлайки. Пока и удачи.